В прямом эфире новости Татарстана, и снова приходится начинать программу с выражения соболезнований болельщикам Акбарса. Восточная серия Кубка Гагарина проиграна со счетом 4-0. И с этой убедительной победой уже можно поздравить болельщиков Магнитогорского «Металлурга». Ну а мы перейдем к другим новостям. Часть исторического центра Зеленодольска войдет в историю. Историческим центром вот только признали. Вот эту линию. Как в районе продолжают решать аварийный вопрос, расскажет Александра Севастьянова. Чуть не остался без ноги. Вместе с сапогом вот это полностью вся стопа ушла. Правила поведения на эскалаторе изучила Альбина Слугараева. Перевозить детей без автокресел можно или нельзя? На все эти адаптеры было получено заключение каких-то государственных органов. Правильно ли штрафовать за адаптеры, разбиралась Аделя Кламиц. Бесплатно и безопасно. Болельщик, он тоже пассажир, да? Он имеет на руках проездной документ, он тоже приехал в город. Что футбольным фанатам готовы предложить железные дороги и вокзалы, узнавал Рамиль Шайдуллин. То, что длилось годами, может решиться на днях. Судьба аварийных домов Зеленодольска теперь окажется в руках самих жильцов. Если они докажут через суд, что дом не ветхий, здание включат в список на капремонт, заплатить за него придется тоже капитально, причем теперь уже самим жильцам. Почему порой статус положительный лучше, чем отрицательный, выясняла Александра Севастьянова. Какое аварийный? Он еще столько же лет простоит. Собирать вещи и переезжать в новый микрорайон Мирный Альберт Кокорин не торопится. С домом 80-летний пенсионер, почти ровесники, постройка 30-го года. Куда меня опять перевезут? Мнения жильцов раскололись, как и некоторые стены. Семья Кашаевых. Мама, папа, 4 ребенка. Один из них инвалид. Сейчас готовится к переезду. Устали жить в аварийном доме. Если мне государство предоставит хорошее жилье, которое бы устроило меня и моих детей, то да, в принципе, да. Я бы хотела переехать, получить хорошее жилье. Трещиной на здании в этом доме никого не удивишь. В принципе, это дело нередкое. Но вот несколько недель назад произошел и вправду вопиющий случай. С верхнего этажа дома откололся кусок стены и упал прямо на припаркованную рядом машину. Расходятся стены и мнения. Отпадает и часть жильцов. Сейчас в Зеленодольске судьба 20 таких аварийных домов решается в судах. 104 семьи уже заключили договора. 41 семья переехала. По этим домам есть заключение, что дома аварийные. Если с виду дом хороший, в хорошем состоянии, не значит, что он не опасный для проживания. В любой же момент, может, вот как с декабристов 3 случилась история. Рухнуть могут не только стены, но и надежды. Если дома признают неаварийными, переехавшим в новое жилье, возможно, придется вернуться в старое и ветхое, так как из программы аварийного жилья их дом исключат. Кроме того, здание поставят в список на капремонт. А поскольку все это время жильцы на него не скидывались, набежала приличная сумма, примерно в 6 миллионов рублей на каждое здание. Платить придется собственникам из своего кармана. Историческим центром вот только признали. Вот эту линию, а наши дома будут сносить эти. А вот жильцы исторического района Полукамушки со статусом своих домов не спорят. Аварийные и точка. 18 зданий под снос. Жильцов переселят. Они и рады. Условий для жизни здесь нет никаких. Из цивилизации только свет. Газ провели сами. За водой приходится ходить на колонку, а это полкилометра. Сохранят лишь 8 домов. Фронтальную линию по улице Энгельса. Ей присвоили другой статус – исторический. По расчетам наших специалистов, для того, чтобы эти 8 домов отремонтировать, необходимо 2 миллиона рублей на документацию, порядка 50 миллионов рублей на сам ремонт этих 8 домов и около 70 миллионов рублей на подведение коммуникаций. Технически это возможно сделать за сезон. Главное, чтобы поступали финансы. Запрос на это уже отправили. Сейчас идет разработка эскизов. Александра Севастьянова, Данил Филатов, ТНВ, Зеленодольский район. Сегодня выписан домой 4-летний мальчик, который получил серьезную травму в Челнинском торговом комплексе. Ему зажало ногу эскалатором. Всему виной развязанный шнурок. Почему безопасный, казалось бы, эскалатор может стать причиной повышенной опасности, узнала Альбина Слугараева. Пошел, как ноженька. Нормально, пожалуйста. Маленький Павел теперь на 2 недели закован в гипс. Мальчик чувствует себя хорошо. Мама признается в том, что не доглядела. Все могло быть гораздо хуже. Персонал торгового центра оперативно сработал и помог ребенку. Ехали, я смотрела прямо, Паша у меня был
со мной за руку, и в середине вот этого эскалатора, то есть я уже услышала крик, то, что он кричит. И увидела я ногу, и перед глазами, конечно, промелькнуло то, что стопу оторвало, потому что стопа вместе с сапогом зашла туда. Как сообщили в торговом центре, эскалатор был исправен. При попадании народного предмета в ленту, шнурков от ботинка, подъемник остановился автоматически. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. У нас, как говорится, все исправно в состоянии, оборудование работает, и сработала цепь безопасности. Было зафиксировано, что эскалатор остановился сам. Иногда причиной несчастных случаев на эскалаторах технические неполадки, но зачастую элементарное пренебрежение правилами безопасности. Делать то, что сейчас делаю я, категорически запрещено. По эскалатору нельзя ходить, особенно в противоход движению. Стоять нужно, держать за поручень с правой стороны, чтобы слева вас удобнее было обойти. А при сходе с эскалатора обязательно нужно проверить, не развязаны ли шнурки, и приподнять платье, если оно длинное. Напомним, что похожее ЧП произошло год назад в Казанском аэропорту. Тогда 9-летней девочке зажала руку транспортерной лентой. Все произошло в момент, когда бабушка ребенка проходила регистрацию, то есть оставила без внимания. Девочка получила серьезные травмы и была госпитализирована. Вот вам новые сапожки. Спасибо большое. А на память о случае в Челнах у мальчика теперь останутся вот эти резиновые сапоги. Такой подарок ему сделали в торговом центре. Альбина Слугараева, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин и Александр Лобанов. ТНВ, Набережные Челны. Сегодня Татфондбанк начал принимать претензии от кредиторов. Сейчас временная администрация формирует пул. Тем временем фигурантам по делу ТФБ «Финанс» продлили сроки ареста. Защита просила отпустить их под залог или на домашний арест. Почему суд не счел это возможным, расскажет Альбина Минибаева. За что? За что? В зале суда родственники фигурантов дела ТФБ «Финанс» в мошенничестве подозревается и бывший зампред Татфондбанка Сергей Мещанов. Сегодня защита просила отпустить его под залог. На сегодняшний день я считаю, что не следствие, в том числе поддерживающий здесь прокурор, обвинения, не установили причастности моего подзащитного к совершенному инкриминируемому ему преступлению. Также защита Мещанова представила суде справки о его здоровье. До задержания он был объявлен в розыск, так как не явился к следователям на допрос. Позже выяснилось, что экс-приближенный к руководству ТФБ был госпитализирован с острым панкреатитом. Сам подозреваемый пытался убедить Фемиду, что не имел отношения к деятельности ТФБ «Финанс». В рамках своих обязанностей абсолютно точно не имел отношения к инвестиционной компании ТФБ «Финанс». Именно поэтому не имел отношения к инвестициям в облигации, к работе, связанной с вложениями денежных средств в облигации. Второй фигурант дела Рустам Тимирбаев. Следствие также ходатайствовало о продлении ареста. Защиту Тимирбаева представили сразу 3 адвоката. Они настаивали, что с момента задержания не было проведено ни одного следственного мероприятия с его участием. Никто из потерпевших не говорит о том, что имел какие-то взаимоотношения с Тимирбаевым, о том, что Тимирбаев кого-то вводил в заблуждение. Никто из сотрудников инвестиционной компании Татфондбанк не говорит о том, что Тимирбаев давал им какие-либо указания. По делу ТФБ «Финанс» проходит и его руководитель Тимур Вальшин. Советский районный суд сегодня также рассмотрел ходатайство о продлении его ареста. Предварительный причиненный ущерб клиентам оценивается в 90 миллионов рублей. Альбина Минибаева, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань. Мидхат Шагиахметов покинул пост главы Нацбанка Татарстана. С чем связана отставка и кто может занять должность руководителя, пока не сообщается. Напомним, Мидхат Шагиахметов занимал должность главы Нацбанка Республики с октября 2014 года. В Казани случайно отпустили главу Татфондбанка. Статья с таким заголовком сегодня вышла в одном из интернет-изданий. Газета ссылается на политика Олега Митволя, по мнению которого за свое освобождение Роберт Мусин был готов отдать не менее 1 миллиарда рублей. Издание пишет, что экс-председатель мог сбежать из изолятора временного содержания, хотя Роберт Мусин находился в СИЗО. Мы перепроверили информацию. Размещенная информация не соответствует действительности. В настоящее время по решению суда Мусин заключен под стражу и находится в изоляторе. Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без автокресел, но с применением других удерживающих средств и ремней безопасности. Такой прецедент появился благодаря жителю Екатеринбурга. Почти 7 лет назад ему выписали штраф за отсутствие автокресла. Мужчина направился в суд и дошел до Верховного. И Фемида встала на его сторону. Аделя Коломиец с подробностями.
8-летняя Майя хорошо знает, прежде чем машина поедет, нужно пристегнуться. Раньше сиденье и адаптер заменяло автокресло, но теперь девочке в нем неудобно. Такая подставка, она вроде как больше свободы дает ребенку, не сковывает его. Вот. Ну и плюс ремень не через шею идет, а на уровне груди, то есть все как положено. Примерно так перевозил своего ребенка житель Екатеринбурга, только еще без сиденья, за что и получил штраф в 3000 рублей. Чтобы обжаловать действия инспекторов, пришлось пройти 2 суда, но безуспешно. И только Верховный постановил действия дорожных полицейских признать неправомерными. Перевозить можно не только в автокресле, но и с применением альтернативных спецсредств и ремня безопасности. Вот и юрист Федерации автовладельцев считает, не все обязаны покупать автокресло. В правилах дорожного движения сказано, детское удерживающее устройство должно быть. А что это будет? Автокресло, бустер, фэст там, или еще какие-то. Это уже не столь существенно. Главное, чтобы ремень не проходил по шее. Как ни крути, начинается все не с автокресел. Сначала автовладельцы приобретают вот такие вот люльки. В них в среднем ребенок может ездить до 1,5 лет. Затем их сменяют обычные автокресла. Вообще ребенок может ездить в нем до 12 лет, но у некоторых дети растут быстро, и поэтому в 7-8 лет они приобретают вот такие вот адаптеры, обязательно вместе с бустером. Это не только удобно, но и выгодно. Такой комплект в разы дешевле автокресла, сделан по ГОСТу, потому разрешен. Несмотря на это, автовладельцы, да и сами продавцы не доверяют этим устройствам. Конечно, сильно безопасности они не несут, они просто приподнимают ребенка. А с соединением адаптер он еще, получается, смягчает ремни. За счет вот этой полностью, как сказать, компоновки, более-менее получается подходящая для ребенка безопасности уровень. Вообще, я считаю, что в кресле лучше. Хотя адаптер зависит от роста. Им самим удобнее, естественно, спать, отдыхать. А так они просто скатываются. Автокресло, фест, бустер или адаптер решать вам. Главное, чтобы ребенок был защищен. В 2016 году на дорогах Татарстана произошло 29 ДТП с участием детей, которых перевозили без детского удерживающего устройства. 2 малыша погибли, 7 пострадали. Адель Кламиц, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. На мировые соревнования совершенно бесплатно с середины июня в Казань начнут приезжать пассажиры, не заплатившие за дорогу ни копейки. Это футбольные болельщики. Просто так до столицы Татарстана их перевезет РЖД. Что ждет болельщика, когда он окажется в Казани, узнавал Рамиль Шайдулин. Футбольного фаната ждет плацкарт или купе, комфорт за бесплатно, даст билет на игру, карта болельщика Fan ID и посадочный талон. До Казани, например, от Сочи болельщик доедет под телевизор и кондиционер, а отдыхать он будет примерно здесь. Как бы вагон-трансформер. Вроде на нем можно и сидеть, и легким движением полка раскладывается. К матчам Кубка в столицу приедут 45 дополнительных поездов, пока к вокзалу Казань-1. Но уже известно и о Казани-2. По проекту новый вокзал может расположиться на незастроенном участке. И к 2020 годам будет готов принимать высокоскоростные составы. Абсолютно приняты новые решения, которые... Но ни в одних учебниках, я уж так по-простому скажу, не прописаны. До лета в цене учебники английского языка. Его освежают проводники, ведь общаться с иностранцами будут только англоговорящие. А как уже на русском будет «Здравствуйте» или «Почем проезд», болельщик узнает из специальных брошюр. Путеводители по Казани положат в поезда и на вокзалы. Сегодня силы РЖД брошены на безопасность гостей столицы на Кубок Конфедерации. Здесь ждут порядка 60 тысяч болельщиков со всего мира. И каждый пройдет через такую металлорамку, а в особых случаях и через рентген. Для безопасности пассажиров, чтобы каждый пассажир уверенно себя чувствовал. Железнодорожники ждут, что в дни часов пик поток пассажиров вырастет на десятки тысяч. Фанаты приедут со всей России, деньги на поезда из бюджета страны. А за межгород, как субъект, заплатит республика. Рамиль Шайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Город засыпает, просыпаются спасатели. Сегодня ночью сотрудники МЧС в рамках учений ликвидировали катастрофу на станции метро Ишлек. По легенде, в подземке произошло обрушение. Под завалами оказались 150 человек. Есть погибшие. В ликвидации коллапса участвуют почти 150 спасателей. О действиях экстренных служб в случае чрезвычайной ситуации Салават Мухаммадуллин. Здесь все по сценарию. 5 человек погибли, еще столько же в крайне тяжелом состоянии. Среди пассажиров началась паника. Это последствия обрушения станции метро Ишлек. Моментально на место катастрофы приехали спасатели, медики, полицейские, в общем, все экстренные службы города. В момент обрушения в метро находилось 150 человек. 40 из них пострадали. В общем, у меня боль в области левой ноги, правой кисти, лба.
Ну, подбежали, посмотрели, все перемотали и вынесли. Пока на земле идет спасательная операция, под землей на ветке между станциями метрополитена остаются 300 человек. Граждане пассажиры, на станции произошла чрезвычайная ситуация. Соблюдайте спокойствие и порядок. Во время операции по спасению пострадавших в метро вспыхнул пожар. На помощь прибывают дополнительные бригады пожарных. Каждая станция, она разная. И принцип проведения этих учений связан, прежде всего, с изучением личного состава данных объектов в повседневной деятельности, чтобы они в случае чрезвычайной ситуации или пожара могли ориентироваться в труднодоступной среде. Это были последние учения в преддверии Кубка Конфедераций. На время мирового первенства Казань планирует принять около 200 тысяч туристов. Подобная имитация аварии – залог будущей безопасности жителей и гостей столицы. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Мухамедов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Нехватка кадров в медицине. Требовать от бюджета, чтобы бюджет дал, потому что в противном случае это будет неэффективно. Как решают проблему вместе со студентами, узнал Салават Мухаммадуллин. Мимолетный снегопад. Нет, ненормальная погода, должно уже быть только солнце. Что происходит с погодой, узнал Дмитрий Аренин. Председатель Государственного совета республики вошел в обновленный состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Напомним, что Фарид Мухамедшин уже работал в региональной части Совета и его президиуме в 2007-2012 годах. Заинская районная электростанция должна перестать работать в убыток. Как к этому прийти, сегодня обсудили на заседании Совета директоров Татэнерго. Его провел Ильдар Халиков. Премьер-министр напомнил о достижениях компании. В Казани продолжается замена центральных тепловых пунктов на индивидуальные. Программу можно выполнить максимально быстро и качественно. Это даст хороший экономический эффект. Недостаток кадров есть почти во всех госбольницах республики. Почему выпускники не идут в поликлиники, сегодня пытались выяснить на специальной встрече студентов медуниверситета с депутатом Госдумы Айратом Фараховым. Какие вопросы накопились у будущих врачей, расскажет Салават Мухаммадуллин. Кардиолог, уролог с 8 до 14:00, невролог и того с 9 до 12. Как видно на стенде, расписание работы врачей, специалисты узкого профиля принимают пациентов только в одной половине дня. И такое расписание не от хорошей жизни. Практически во всех государственных больницах республики происходит нехватка молодых кадров. Такое положение вещей в первую очередь не устраивает пациентов. Порой приема приходится ждать месяцами там, где нет узких специалистов. Долго-долго. Вот же записывалась сегодня на следующую пятницу. Хожу к своему терапевту участковому. Все. Если куда-то меня пошлют, они мне сами же и запишут. Не в восторге от дефицита кадров и руководства медучреждений. Нагрузка на одного врача ложится двойная, а то и тройная. Я недавно была тогда, когда осуществляется трудоустройство студентов, заканчивающих институт, то не очень хотят ехать в Кировский район. Почему студенты не идут в государственные поликлиники, а выбирают частные, говорили сегодня на встрече с депутатом Госдумы Айратом Фараховым. Сам медик по образованию, он как никто другой знает все больные точки и актуальные проблемы. Как и знает то, какие перспективы иногда дает работа в госучреждениях. Обучение за рубежом, зарплата и соцобеспечение. Плюс сейчас готовится новая система. Чтобы они все-таки занимались своей деятельностью, могли работать в нескольких местах. Не обязательно, возможно, даже фиксированное время. Мы сейчас разрабатываем такую тему, как фриланс. Некоторые прозвучавшие сегодня предложения от студентов Айрат Фарахов пообещал донести до министра здравоохранения страны. Салават Мухаммадуллин, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. 150 тысяч рублей за возможность ходить. У 23-летнего Равиля Габдрахманова из Казани сложный диагноз – ДЦП и эпилепсия. Его будни – постоянные тренировки и курсы реабилитации. Успехи уже есть, он начал плавать. А вот чтобы начать самостоятельно ходить, нужен эндопротез. Это специальный каркас, который поможет Равилю справиться с недугом. Лейсан Мустафина встретилась с молодым казанцем прямо на тренировке. Раз, два, три. И так уже 3 месяца. Тренировки 2 раза в неделю. Каждое движение дается с большим трудом. И все ради одного – встать на ноги. Равиль, инвалид первой группы из детства, получил родовую травму. Сначала ставили ДЦП, потом диагноз осложнился еще и эпилепсией.
Плавание мне помогает в том плане, то, что жить легче, передвигаться легче, спастики меньше. Сейчас Равиль передвигается только с помощью инвалидного кресла и ходунков. Встать на ноги ему может помочь экзоскелет. Это специальный каркас, который держит опорно-двигательный аппарат. Подходящие ортезы есть в Москве. Однако семья не в состоянии оплатить дорогостоящее лечение. Поначалу мы проплывали только один бассейн. Сейчас же мы проплываем порядка 6-7 бассейнов самостоятельно. Равиль без моего участия проплывает, то есть маски с трубкой в ластах. То есть это вполне, я думаю, достойный прогресс. Чтобы эпилепсия не прогрессировала, Равиль ежегодно проходит лечебные курсы и постоянно на таблетках. Несмотря на все сложности, у него активная жизнь. Параллельно учится на юриста и программиста. Пишет музыку, стихи, выступает на сцене со своими песнями. Хожу в тренажерный зал для того, чтобы мне было лучше и легче ходить. Хожу на беговой дорожке, чтобы более привыкнуть к тому аппарату, который будет на мне одет. Равиль уже собрал половину стоимости экзоскелета. Осталось 150 тысяч рублей. Его семья и он сам верят, что неравнодушные люди помогут приобрести медицинское оборудование, а значит, подарят возможность ходить. Елена Веселова, Лисан Мустафин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. 60-й день февраля. Такие шутки уже ходят про погоду в интернете. Нынешняя весна вроде бы не очень-то торопится в наши широты. Татарстанцы не успевают удивляться. То солнышко припекает, то метель налетает. Такие метаморфозы с погодой в Татарстане происходят уже несколько дней. Надолго ли вернулась зима, выяснял Дмитрий Аринин. Вот так сегодня выглядели многие дворы Казани. В них прошел снегопад, обильный и кратковременный. А потом было солнце, ясное, но тоже кратковременное. А потом опять снегопад, обильный и кратковременный. Нет, ненормальная погода. Должно уже быть только солнце. Снег уже не должен валить так. Кто еще перешел на летнюю резину, те рискует. Может быть и заморозки, а утречком корочка. Метеорологи же таким погодным переменам не удивляются. Как говорят специалисты, Татарстан затронула тыловая сторона арктического циклона. Отсюда и низкие температуры, ветер северный, снеговые облака и, главное, такая мозаичная погода. В отдельные моменты, в отдельных местах, снежные заряды. Это не повсеместное явление. Как мы видим, у нас действительно получается переменная облачность, то она есть, то ее нет. Ничего особенного здесь нет, потому что действительно это заток холодного воздуха. Если он не сейчас произойдет, он может и в апреле произойти. У нас такое часто бывает. По прогнозам, такая погода в республике пробудет до 5 апреля. Потом будет теплее и без снега. Так что весна все же будет. В Казанском зообудсаде ее уже встречают распустившиеся цветы. Дмитрий Аринин, Андерсен Тальцев, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программу «Вызов-112». 3 семьи остались без крова в Казани. Сгорел частный дом. Все подробности через несколько минут. Я напомню, что далее о спорте, о погоде. И до встречи на ТНВ уже завтра. Казань-Оргсинтез. Химия достижений. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Азина Авто скидывает до 20% стоимости на автомобили «Лада». На всех автомобилей не хватит. Стань владельцем «Лада» уже сейчас в Азина Авто. Азина Авто 512 12 12. В магазинах «Идеал» еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России. Недавно указ подписал президент. Цемент – это Волга, а Волга – цемент. Всероссийский турнир по самбо памяти Накипа Мадьярова 1 и 2 апреля в спорткомплексе «Батыр». Специальное предложение УАЗ от 499 тысяч рублей. Будь уверен на дорогах. Жалюзи, рольставни, шторы и ворота. Покупайте в Стелле, а не у кого-то. Стелл. Во имя комфорта.
Оплати и выиграй главный приз iPhone 7. Татэнергосбыт проводит акцию для потребителей. Подробности на сайте tatenergosbyt.ru. С 7 по 9 апреля на сцене театра кукол «Акият» пройдут гастроли Сахалинского театра кукол со спектаклями «Мы летели на диване» и «Я люблю вас, Ромашка». Телефон кассы 237 7009. Форум автомобилестроения Республики Татарстан. С 29 по 31 марта выступления ведущих экспертов автоиндустрии, прямые переговоры, экспозиция китайских производителей автокомпонентов. Многие думают, что онкология – это приговор. Ежегодный онкоскрининг подарит вам возможность жить долгой и полноценной жизнью. Поволжский центр онкодиагностики. Подарите себе счастье быть здоровым. Внимание! В Кан-Авто большое поступление автомобилей «Лада Ларгус». И с каждым днем их становится меньше. Успейте обменять свой автомобиль на новый «Лада Ларгус» с выгодой до 87 тысяч рублей. Кан-Авто 230 30 30. Сим салабим махалай махалай. Бум! Пап, а ты что, работаешь волшебником? Тогда у нас на заводе все волшебники. И я, когда вырасту, пойду к вам на завод. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Уже этим летом в Казани пройдут товарищеские матчи сборной России по баскетболу с участием команд Германии, Венгрии и Исландии. Об этом заявил Андрей Кириленко. Экс-игрок НБА и сборной России, а ныне президент Федерации баскетбола, дал в нашем городе мастер-класс. На занятия пришли порядка 200 детей и их родителей из ближайших общеобразовательных школ ДЮСШ и Академии спорта. Андрей Кириленко не является профессиональным тренером, однако в рамках проекта «Школа 2.0» сумел удивить не только начинающих баскетболистов и любителей, но и профессионалов. Пару упражнений на координацию владения мячом попробовали повторить Кит Лэнгфорд и Евгений Воронов. Также юные спортсмены провели небольшой матч с рекомендациями от одного из лучших отечественных баскетболистов современности. Нужно действительно очень много внимания уделять тем ребятам, которые находятся как раз. Они, может быть, более сырые, они, может быть, не готовы сейчас, но все, что им нужно, я говорю, внимание и вот это вот шанс. Шанс доказать, шанс все-таки дать возможность поиграть, дать возможность себя проявить. Казанский автогонщик Тимур Тимирзянов стартует в чемпионате мира по ралли-кроссу. Первая гонка пройдет в Барселоне с 31 марта по 2 апреля. Бороться за победу Тимирзянов будет в составе команды «Старт», для которой стартующий сезон станет дебютным. Всего в рамках чемпионата мира по ралли-кроссу пройдет 12 этапов. Последний состоится в Кейптауне с 10 по 12 ноября. Участие в сезоне примут такие звезды ралли-кросса, как Себастьян Леб, Андреас Баккерут и Матиас Экстрем и другие. В команде с Тимирзяновым будет выступать Янис Бауманис из Латвии. Уже завтра в Москве состоится ответный матч полуфинала Кубка России по водному полу. Казанский «Синтез» выступит против местного клуба «Динамо». Напомним, первая встреча завершилась в пользу команды Андрея Белофастова. В домашнем бассейне «Синтез» выиграл со счетом 10-9. Хет-трик исполнил Артем Одинцов, а победный гол на счету Алексея Рыжова-Оленичева. В случае победы «Динамо» будет назначен решающий поединок, который запланирован также в столице России на 1 апреля. В другом поединке полуфинала сражаются Волгоградский «Спартак» и «Штурм-2002» из Московской области. Команда из Волгограда пока ведет в серии 1-0. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды. По данным сервиса Яндекс.Погода, в последний день марта месяца температура еще немного понизится. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево будет облачно, не исключен снег. Ночью подморозит до минус 10, днем также минусовые значения около 3 мороза. На северо-востоке, в Нижнекамске, Елабуге, Актаныше пасмурно, без существенных осадков. Ночью минус 9, днем столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля. На севере Татарстана облачная погода с прояснением.
прояснениями, возможен небольшой снег. Ночные температуры около 9 мороза, днем -3. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси ожидается облачная погода. Утром и днем пройдет снег. Ночью подморозит до -11, днем -2, -4. На юго-западе в первой половине дня возможен небольшой снег. Ночью -9, днем около 2 мороза. В центральных районах Татарстана также пасмурно, без существенных осадков. Ночью около 10 мороза, днем -2. В последующие дни температуры начнут повышаться. Ожидаются осадки. Завтра в Казани облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха в ночное время -7, -9, днем около 3 мороза. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме и завтра составит 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 70%. В магнитном поле Земли небольшие возмущения. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.